Вот я вижу, здесь парашюты укладывают. Да, здесь парашюты, здесь идут занятия групп парашютистов начального обучения, ну и также те, кто у нас занимается уже по 2, по 3 года. Правда, прыжков им давали не так много в эти года, потому что не было парашютов, не было материальной базы хорошей. Вот теперь вот это ваша основная материальная база, да? Да, ну как видите, она не такая у нас богатая, потому что не хватает помещений, они пока еще находятся в стадии строительства. А много у вас занимается ребят? Ребят, в общем, когда здесь был еще клуб «Десантник», то есть был такой подростковый клуб, здесь занималось ребят очень много. Но потом, видимо, они просто, как сказать, устали от обещаний. Было по 100 человек в группе, представляете себе? Ну, чем вообще должны заканчиваться занятия? Они заканчиваться должны прыжками в основном. Но если ребенок походил год, походил 1,5 и не получил этого желаемого прыжка, он, естественно, уйдет, у него просто пропадет интерес к этому. Сейчас этой проблемы не существует с прыжками? По-моему, у вас существует, есть сейчас свой самолет, свои парашюты. Вот мы снимали показательное выступление ваших ребят. Вот сейчас, что это за парашют? Это? Расскажи вкратце, что это такое? Это парашют называется УТ-15 серии 4, то есть зимней серии, учебно-тренировочный. А кто прыгает, они сами себе укладывают парашюты? Или кто-то, есть инструктор, который этим занимается? Есть инструктора, а мы с Денисом Владимировичем, которые занимаются этим делом как раз. Михаил, а насколько вот большой риск, что он не раскроется? Риск вот у этого парашюта, Да. это спортивный парашют. На нем допускаются спортсмены, освоившие, которые уже освоили стиль свободного падения. Поэтому в данный момент вот из наших спортсменов на этом парашюте, кроме меня, никто не прыгает. Вот. Есть еще парашют планирующая оболочка 9-й модели. Это еще более сложный парашют. Вот у Дениса Владимировича, у него 800 с лишним прыжков. Он уже давным-давно освоил этот парашют, поэтому он прыгает. А в основном у нас ребята занимаются на парашютах десантных, типа Д5 серии 2, которые сейчас у нас вооружены. Самые простые, да? Но они не такие уж простые. Вот ребята у нас сейчас укладывают, тренировочная укладка идет у них. Вот это и тот самый парашют Д5 серии 2, который применяется в армии, в воздушно-десантных войсках. Ну, вообще у вас бывают вот такие, допустим, как казусные случаи, что вот раз и не раскрылся? Казусные случаи. В основном мы пытаемся их избежать. Каким образом? У нас 52 часа идет подготовки, 52 часа по программе. Значит, из них только 20 часов на наземную подготовку. То есть мы все элементы прыжка стараемся отработать до автоматизма. И есть такой раздел, называется «Действия в особых случаях». Поэтому ребята, если вдруг действительно что-то случилось, они уже знают, как себя вести в воздухе. А девушки у вас занимаются? Девушки, да, занимаются. Кстати, Много? хотелось бы, чтобы их было побольше. У нас всего 4 девушки пока. Ну вот ты сейчас имеешь возможность обратиться к нашим телезрителям и пригласить их к себе в секцию. Куда вот они должны подойти, с какого возраста начнутся занятия? Значит, у нас в основном принимаются юноши и девушки, достигшие 15-летнего возраста, уже можно, и годные по состоянию здоровья. Обратиться можно сюда, именно непосредственно сюда. Ну, разведпризнак здесь какой? Танки вот здесь стоят. Вот, на эти танки, если только обращать внимание. А еще есть телефон. Телефон Дельта-клуба, у нас здесь в клубе нет его, а в Дельта-клубе телефон 5 17 64. Ну, кто не запомнил, повторяю, 5 17 64. Там можно узнать, когда производится набор и запись. Ну, пока у нас, вы сами видите, слабая материальная база. Вот, допустим, парашютов, да, Д5 серии 2, всего 16 штук. Это значит 2 взлета по 8 человек. То есть мы в один день можем бросить не более 16 человек спортсменов, начинающих парашютистов. Хотелось бы, чтобы парашютов было больше, но они стоят денег. Но, думаю, в дальнейшем мы будем их приобретать. Ну, спасибо за информацию. Пожалуйста.